друзья, добрый день. Нахожусь в Стамбуле. В Стамбуле очень много пробки, поэтому наступило время эфира и начал прямо выступать с машины. Добрый вечер всем. Сегодня у меня очень важная тема, одна из самых лучших тем, которая, наверное, самая популярная, где многие люди обсуждают, как делать бизнес с родственниками, друзьями, знакомыми, перед этим не потерять их. За годы своей работы 67 проектов я участвовал. Из этих 67 проектов, которые я построил, из них больше 40 были в партнерстве. Поэтому у меня накопилось очень достаточно и горький опыт, и сладкий опыт, и справедливый опыт, можно сказать, и неудачный опыт. И когда вы много проходите ошибки, через них вам придется узнавать и понимать и так далее. Говорят, что можно учиться на ошибках других людей. Знаете, многих людей вдохновляет успех других людей, но очень важно, чтобы быть знакомым с их ошибками, потому что эти ошибки вы все равно рано или поздно повторяете. Я еще ни разу не видел человека, который без ошибки строил успех. Ну, так не бывает. Ни разу не видел кого-то, кто мог бы строить без ошибки какой-то успех. Ошибки — это часть успеха, потому что когда вы пишете даже плюс, вам придется сначала писать минус, а потом делать сверху черточкой, чтобы это стало плюс. Давайте поговорим о том, стоит ли вообще друзьями делать бизнес, стоит ли вообще родственниками делать бизнес, или это лучше не стоит делать. Давайте посмотрим на это. Внимание обратите, чтобы понимать. Часто наверняка вы были свидетелем того, что, например, два друга начали делать бизнес, а потом итоге, в конце концов, они потеряли дружбу. То есть они, наоборот, расстались. До этого как-то были более хорошими друзьями, а потом расстались. Или бывает, два одноклассника начинают делать бизнес, потом расстаются. Или родственники. Родственники тоже начинают делать бизнес, а потом расстаются. Такое тоже бывает. Часто я видел такого. Но я вам скажу один секрет. У меня есть партнер, который с 99-го года вместе делаем бизнес. С 99-го года, даже дата вспомню, 23 мая 99-го года я начал с ним делать бизнес. До сегодняшнего дня прошло сколько-то лет, и он до сих пор со мной партнер. Он до сих пор со мной партнер, и до сих пор мы самые близкие друзья и так далее. Что я хочу сказать? Потому что мы стали друзьями через бизнес. Если вы станете друзьями через бизнес, это дружба навсегда. Потому что хорошая дружба есть там, где правильный счет, где правильный веси. Если веси правильно вы взвешиваете, вот это, да, веси, тарозу, о котором мы говорим, веси. Если вы это веси правильно поставите и правильно делаете, тогда у вас дружба на веках. Это правда. Дружба, которая через бизнес формируется, это дружба действительно на тысячелетие, и можно сказать на столетие. Ну, сколько лет вам Бог даст жить, наверное, на всю эту жизнь. Почему? Потому что, когда дело касается счет, когда дело касается чья-то доля, большинство людей, они отдел тянут к себе. И давайте сначала буду рассказывать несколько основных проблем партнерства, а потом я скажу вам, стоит ли друзьями делать, или как начинать делать друзьями, чтобы вам было выгодно. Одно из самых важных вещей с друзьями, родственниками, когда делаем бизнес, какими ненужные ошибки допускаем. Одно из первых ошибок, которые мы допускаем, мы работаем на уровне доверия. Этого не надо делать. То есть, понимаете, вера — это дело религии. Вы должны очень хорошо понимать. Вера — это дело религии. Мы должны доверять друг другу, но делать правильные вещи. Запомните, если вы будете работать на уровне доверия, без бумага, без учета контроля, без показателей, без ясности и так далее, не сообща, плохая коммуникация и так далее, ваше доверие при первой трудности потеряется. Да как бы вы ни говорили, что я с этим человеком 20 лет знаком или 50 лет знаком, это все исчезнет при первой трудности, при первой разногласии, при первой выяснении какой-то, можно сказать, подозрения. Поэтому, когда нету правильного счета, когда нету все показателей, ясности и так далее, даже, может быть, человек ничего плохого не делал даже, но вы будете подозревать его, или он вам будет подозревать вас. Поэтому на уровне доверия работать, это приведет к большим ошибкам. Это первое. Поэтому не работайте на уровне доверия. Сначала доверие надо заслужить.
Вот моя философия за годы моей работы, что я понял. Доверие надо заслужить. Сначала надо с человеком работать и посмотреть по качеству его работы, посмотреть по его, можно сказать, профессионализм. Иногда порой тут дело не в доверии даже, иногда порой тут вообще дело доверия не касается. Может быть, вы просто работаете, а человек не профессионал, а его ошибки вам обойдутся очень дорого. За его ошибки вам придется платить. Вы понимаете, за его ошибки вам придется вкладывать кучу денег. И вам придется платить деньги, потому что кто-то ошибается. И за его ошибки вам придется платить. Поэтому тут уже дело даже не доверия, тут уже дело, получается, ваша вина, что вы не контролировали. Даже иногда, если ваш партнер или ваш родственник или друга выбрали на работу, но он оказался непрофессионал. Он оказался непрофессионалом. Вы вложили деньги. Не надо на него обижаться. Во-первых, кто его брал? Вы брали его на работу. Хотя вы понимали, что он в этом работе не профессионал. Это ваша вина. Это вы платить должны за эту ошибку. Вы должны нести ответственность. Не надо сидеть и говорить: о, я думал, что такое. Причем тут думал? Вы должны точно осознанно подойти к этому. Вторая важная проблема, которая у нас есть. Когда вы берете родственниками, друзьями, работаете, в большинстве случаев вы откровенно не обсуждаете многие детали. Это ошибка, которая очень обойдется дорого. Откровенно надо обсуждать детали. Не надо сидеть догадками заниматься, думать, что как будто он додумывает за вас, или думать, что якобы он поймет ваши ожидания. Понимаете, это большая проблема. У каждого человека свои ожидания. У каждого человека есть свои ожидания. Он может быть ожидает одно, вы ожидаете другое и так далее. Вот это ваше ожидание, если оно прозрачно не будет обсуждаться, это приведет к большими проблемами. Это очень большая проблема. Он будет думать: ой, я ожидал то-то, то-то, а вы говорите так. Но факт остается фактом, что вы расстаетесь. Это приведет к разочарованию. Третья большая ошибка. Когда вы друзьями или родственниками будете захотеть работать и так далее, вам надо уже это обсуждать в примерах того, что вот так надо обсуждать, что послушай, то, что мы друзья в семье, то, что дома друзья, это здорово, это очень хорошо. То, что мы в семье друзья, то, что мы в жизни друзья или мы родственники, это очень хорошо. Но что касается сейчас в данный момент бизнеса, у нас должно быть четкое понимание, концепция. То есть мы, когда в бизнесе, мы говорим о бизнесе. А когда в дружбе, вот там дома, вот ты придешь ко мне на свадьбу, я иду к тебе на свадьбу, это совсем другое. А что касается бизнеса, мы должны выполнять свои обязательства. Помните, бизнес – это выполнение обязательства. Это каждый должен выполнять свои обязательства. Независимо от того, что происходит на улице. Независимо от того, что происходит в жизни. Это, понимаете, никому в бизнесе не надо рассказывать, как тебе тяжело и как тебе трудно, почему ты не смог это делать и так далее. Вы один раз можете объяснить свою ситуацию, или второй раз можете объяснить. Да кому нужна ваша красивая история, красивые оправдания? Помните, никакие оправдания не занимают место результата. Есть только одну вещь, показатель. Это факт, результат. Либо вы его достигаете, либо вы его не достигаете. Либо вы, когда достигаете результата, заслуживаете уважения, либо вы просто остаетесь как жалкое существо. Жалкое существо, которого можно просто постоянно сожалеть, что он не получается у него, какой-то он неудачник и так далее. Но если вы не умеете решать задачи, значит вам придется постоянно оправдываться перед партнером и так далее. Значит, вы слишком много обещаете партнеру. То, что вы сами не являетесь. Поэтому вы обещаете много, потом не можете делать и так далее. Лучше делайте наоборот. Поэтому это третья причина, почему в партнерстве люди не получается, у них и расстаются и так далее. То есть получается, что родственниками, друзьями, когда начинают работать, они не могут разделить. Вот сейчас я еду на дорогу, например, да, вот здесь дорога. Видите, это дорожное движение. Вот это дорожное движение разделено, правильно? Вот это очень помогает, ошибка уменьшает, авария уменьшает. То же самое. Надо с друзьями, родственниками определиться. Если мы с тобой, например, партнеры, значит, если я буду разговаривать с тобой как в бизнесе, значит, ты должен отвечать мне по бизнесу, по цифрам, выполнять обязательства и так далее. Но если мы будем с тобой разговаривать по
смени отношениям как родственник, ну тогда разговаривай как родственник и так далее. Вот это очень важно. Я помню, однажды у меня был один друг, мы были партнерами, я спрашиваю у него отчеты, он мне говорит: ты что, не доверяешь, что ли? Прошло неделя, 2 недели, уже у нас с 1 по 5 числа должно быть отчеты, он вовремя эти отчеты не поставляет. Потом я 3-й раз спрашивал, уже смотрю, числа датах от 15 до 20 приходит. Потом я говорю: послушай, дорогой, мы с тобой партнеры, так, да, давай сделаем так, мы с тобой друзья, да, да. Я 3-й со мной не дано, я 3-й раз не буду спрашивать. Почему? Потому что так должно быть. Ты знаешь, что вот это месяц закончился, ты должен сам поставить. И мои ожидания от тебя такие. Пожалуйста, вовремя делай свое обязательство. Если ты это не справляешься, если ты не можешь делать, тогда скажи мне, что у тебя не получается, или ты не профессионал в этом. Но ты скажи об этом, не надо молча ходить. Я не ясновидящий, у меня нету антенны в голове, чтобы видеть твои проблемы и так далее. Это первое. Во-вторых, каждый раз не приходи ко мне, не оправдывайся, потому что это ни к чему. Это очень ни к чему. Постоянно оправдываться, это на моих глазах ты падаешь вниз, и мне неинтересно с тобой работать. Я хочу работать с тем, кто является сильным. Я хочу работать с тем, кто помогает мне стать сильными. Прицепов мне не нужны. Они и так в моей жизни хватает. Получилось так, что много раз, когда работал с слабыми людьми, они все стали мне прицепами. То есть как? Когда доход есть, они кричат. Когда доход есть, когда прибыль есть, они кричат, они все хотят участвовать. Но когда проблема начинается в бизнесе, всегда смотрели на меня. Когда расходы пошли в бизнесе, всегда смотрели на меня. Когда надо дополнительные инвестиции вложить, всегда смотрели на меня. И мне пришлось всегда вкладывать, решить за них. Поэтому я не хочу работать с слабыми людьми, уже устал от них, потому что прицепов они никому не нужны. Поэтому вот это очень-очень важный момент, который вы должны акцент делать и так далее. Тогда я своему другу, который отчет не давал вовремя, я ему сказал: подожди, я смотрю, он мне еще обижается, что я у него прошу отчеты. А он мне говорит: ну что, вы не доверяете, что ли, то-то. Я говорю: послушай, я тебе доверяю как друга, но в бизнес я должен у тебя спрашивать то, что я имею право спросить. Например, я же тебе не спрашиваю, ты дома какой ремонт делаешь. Я же тебе не спрашиваю, ты с женой куда едешь отдыхать. Потому что это твои личные дела. Меня не интересует, что ты делаешь. Но что касается моих вложений, моих инвестиций, что касается того, что я делаю, я от тебя буду требовать. Извини, ты должен это делать. Если ты это не сделаешь, значит, мы не можем быть партнером. Тогда давай мы станем с тобой друзьями, чай попить и так далее. Помните, одно из самых важных правил: с кем вы ходите кушать, с кем вы сидите, чай пьете, не все они подходят для того, чтобы делать бизнес. Можно со многими людьми ходить на свадьбах, можно со многими людьми, там, не знаю, идти танцевать, не знаю, или что-то другое делать. Но нельзя со всеми людьми иметь дела. Может быть, вас окружать тысячи людей, которые, не знаю, с вами хотят сидеть чай попить, или хотят там, не знаю, поехать в отдых и так далее. Но, может быть, среди них вы не найдете ни одного, который с ним можно сделать дела. Потому что люди, которые способны делать дела, их единицы, к сожалению, в наше время и так далее. Но теперь давайте я скажу, что надо делать, чтобы у вас было все хорошо. Первое дело, что вы должны делать, самая первая вещь. Вам самим надо стать таким партнером, который вкладывает самый надежный образ, самый надежный позиция. То есть вы должны стать таким человеком, который очень надежный. Вы думаете, что я не ошибался в партнерстве? Я тоже ошибался, очень много раз ошибался. Но со временем я начал четко понимать, что, например, раньше как я думал, мои ошибки какие были? Раньше я думал, партнер поймет, давай я вложу эти деньги в бизнес, давай делать то, партнер поймет, ну он же свой, он поймет. Были такие моменты у меня. Но на самом деле с годами, со временем я понял, нет. Сейчас, если дата наступает или время приходит и так далее, сначала надо партнером рассчитаться. Это самое важное. Бизнес потом ты делаешь. Бизнес, я машину продам лучше, если деньги не найду, или там что-то продам, но я вовремя закрываю свои обязательства, потому что это стало для меня самым важным. Это очень-очень важный механизм. Большинство людей это не могут понять, у них мышление такое, понимаете? Это очень сложно. Поэтому, что я хочу вам сказать, несколько пунктов расскажу, которые вам очень хорошо помогают делать бизнесы партнерами.
Первое, особенно родственниками, друзьями, первое, разделите, пожалуйста, это два направления в вашей жизни. Договоритесь в самом начале, что мы с тобой друзья дома, мы с тобой родственники дома, но вы здесь с тобой, мы с тобой бизнес-партнеры. Давай мы здесь будем работать именно так, как бизнес-партнеры. Это очень важно. Разделите эти два функции. Второе. В обязательном порядке ставьте оба. Вы себе, если вы активно работаете, вы себе, и партнер тоже, если он работает активно, ему тоже. Просто фиксированная зарплата. Берите и живите как на зарплату. Из бизнеса больше ничего никто не имеет права брать. Не надо прийти к кассе бизнеса брать сколько хочешь. Нельзя так делать. Вы должны себе оставить зарплату, и партнер тоже должен, если он активно действует, участвует, то надо ставить ему тоже зарплату. Просто из кассы берите эту зарплату и живите. А если он пассивный партнер, то есть он инвестировал, но не участвует, он не имеет права брать зарплату, тогда он только должен брать дивиденды. И все. Это очень важно. Теперь, начните, это второй важный момент. Третий важный момент. Распишите партнерское соглашение. Полностью записывайте партнерское соглашение. Фиксируйте все в партнерском соглашении. Что такое партнерское соглашение? Это то, что закрепляет, узаконит все ваши отношения. Например, первое, что должно быть в этом партнерском соглашении? Самое первое, что вы ожидаете друг от друга. То есть, что вы пишете, что я ожидаю от тебя, как партнера. Он пишет, что он ожидает от вас. Тогда вы видите его подсознательное ожидание. Вы оправдываете его ожидания. Он может оправдать ваши ожидания или нет. Это очень важный фактор. Пусть записывайте каждое свои ожидания друг к другу. Это первое. Второе. Вы должны писать оба свои ожидания из этого бизнеса, из этого партнерства. Видите, ожидания друг друга, ожидания с этого бизнеса. Потому что никто просто так не придет в бизнес ради того, чтобы развлечением заниматься или просто время провести. Правильно? Каждый приходит в это для того, чтобы что-то реально зарабатывать. Это второй важный момент. Значит, третий пункт. Что должно быть в этом партнерском соглашении? Какие обязательства кто берет? Кто берет какое обязательство? И каждый должен выполнять свои обязательства. Все должно быть расписано в партнерском соглашении. Третий. Кто какой риск берет? Кто какой риск берет? Очень важно расписать. Расписать все риски. Что все риски были. Потому что я часто с чем сталкиваюсь? Люди хотят прибыли участвовать, но риски нет. Они не хотят риска участвовать, они хотят участвовать только в прибыли. Интересно, так разве бывает партнерство? Так не бывает. Интересно, давай когда кушаем вместе, а когда работаем, ты работай. Ну это что такое? Все риски, все трудности берите на себя, финансовые риски и так далее, и так далее. Это просто какая-то глупость. Поэтому дальше, какие риски, кто какой риск берет. Теперь, многие люди меня спрашивают, а как доля разделить, прибыль разделить? Надо долю разделить, исходя из того, кто какой риск носит. Вот, какой риск кто берет на себя, вот так и должно быть доля разделена. И так далее. Следующее. Дальше. Кто с чем входит в этот бизнес? То есть, кто что вложит в этот бизнес? У кого какие вложения ожидать? Кто что вложит в этот бизнес? Возможно, кто-то говорит, я буду вкладывать свои знания, опыт, навык. Кто-то говорит, я деньги вложу. Кто-то говорит, что я, можно сказать, связи вложу и так далее, и так далее. Или со своей идеей захожу, или кто-то со своим рынком заходит. В общем, одним словом, кто что вложит. Очень важно расписать все и это оценить, отцифровать. Важно это все оценить, отцифровать. Например, кто-то иногда приходит и говорит, у меня есть идея, я хочу, чтобы вы на мою идею вложили, и давайте бизнес 50 на 50. То есть как? У меня есть идея, дайте мне 50% прибыла, 50% бизнеса, потому что у меня классная идея, а вы 50% берите, но все финансы вложите вы. Чушь собачья. Никогда так не делайте. Это делает обычно неопытный, непрофессионал. Я тоже раньше на это ошибка попал. Правда, я тоже попал. Я тоже думал, что это, наверное, правильно. На самом деле, эта идея будет работать, не будет работать, один Аллах знает. Эта идея будет прибыльным, неприбыльным. Это вообще можно осуществить, невозможно. Это один Аллах знает. Кто знает, что будет-то? На голой идея никогда нельзя вложить, рисковать большую сумму и всю риск брать на себя. Как вы думаете, если это бизнес наработает, в конце концов, что будет? Это человек, который хозяин идея. Он что скажет там? Ну это же бизнес, ты же знал, что это риск. Я же не специально, ты же осознанно пошел и так далее. Ты же взрослый человек. Я же у тебя не украл, я же у тебя не воровал. Ты же сам вложил. Он будет так говорить вам. Понимаете? Он что, половину деньги вернет вам? Да ничего не может он вернуть вам.
даже если в самом начале вы соглашение подписали, что половину денег он должен вернуть, даже если у него нет, откуда он вернет. В 2008 году парень приехал ко мне в Алмате, предлагал типографию. Он сказал, что давайте вложите деньги на полгода аренда, зарплата, все расходы и так далее на типографию. А потом я сначала верну ваши деньги, потом пополам работаем. И он не мог типографию работать, он не мог типографию управлять. Это было в Алмате. Он не мог эту типографию управлять. В конце концов, я потерял деньги. Я потерял деньги на 3 месяца. Через 3 месяца понял, что не стоит на это парень верить, надеяться. Я сразу отказал дальше продолжать. Но на тот момент 48 тысяч долларов я потерял. Это было в 2008 году. Вы внимание обратите. До сих пор, до сегодняшний день, прошло 12 лет или 13 лет. Ни одного доллара этот парень не восстановил. Бегает, убегает, ходит. Еще себе читает, что он 5 раз намаз читает, богобоязненный и так далее. Запомните, не надо работать так только потому, что вам кажется, что эти люди там якобы богобоязненные, якобы они там церковь ходят или мечеть ходят. Но если мечеть ходят, это хорошо, это классно. Намаз читать для себя читать. Или мечеть, церковь ходит, для себя ходит. В бизнесе надо быть честным, прозрачным, справедливым. Это очень важный момент. Поэтому на голой идее никогда не вложите деньги, чтобы якобы 50% доля его. Нет, голая идея стоит от 5% до 10%, потому что никто не знает, эта идея будет работать или нет. А вот действующий бизнес это другое. Действующий рынок это совсем другое и так далее. То есть, когда можно вложить деньги в партнерство, если вдруг кто-то предложит вам инвестируй в мой проект и так далее. Чтобы риска было у вас меньше, инвестируйте в других проектах только если 6 показателей есть. Каждый показатель, помните, очень важный. Если один показатель нет, не надо вложить. За годы моей работы эти знания обошлось меня. Потери всех этих, то, что сейчас рассказываю, около 17 миллионов долларов. Почему? Потому что много раз ошибался. Нехватка знаний и так далее. Вот, и скажу вам, первый, продукт должен быть проверен, это первое, что у вас должно быть. Второе, идея должна быть проверена. Третье, рынок должен быть уже готов, рынок должен быть проверен, рынок должен быть готов. Люди должны понимать вас, что вы хотите от них и так далее. Рынок должен быть готов, то есть потребитель должен знать этот продукт, у него должно быть интерес и так далее. Четвертое, система должна быть готова у вас. У вас должна быть какая-то система или вот у вашего партнера, который вы хотите вложить и так далее. Система должна быть налажена, потому что если система не налажена, это могут быть не работать. Пятое, команда должна быть готова. Иногда я видел, что идея классная, продукт классный, рынок есть, но люди не могут создавать команду, потому что он сам не командный игрок, не умеет создавать команду. И шестое, вы сами должны быть готовы. Ход вы инвестор, ход вы партнер, вы сами должны быть готовы. Почему? Партнерство работает, это психология, это моральный вы должны быть готовы. У вас должна быть устойчивая нервная система и справедливое решение. Если вы не уверены, что вы можете быть справедливым человеком, вообще не работаете в партнерстве. Это того не, потому что у вас не получится ничего. Понимаете, ничего не получится. Я несколько раз проиграл в партнерстве, потерял деньги и потеряли. Почему? Потому что они мне, некоторые партнеры хитрили, некоторые партнеры обманывали. А самое интересное, а что у них в конце концов, что получилось? Один парень, я вложил в него, у него масложир, я инвестировал в него, он товар отправлял ему, то есть я отправлял сырье, он делал масло, и мы продавали масло и жемех и так далее. Когда он начал чуть-чуть мне врать, это уже оказалось на результат работы. Я уже один раз поставлял ему, а потом не продолжал. Отказался. Почему? Потому что я чувствую, когда мне врет. Когда врет, я все равно по цифрам же это отражается. Например, другой пример. Я вложил в одном банке, доля банка выкупал, доля МДО. Я потерял в этом 850 тысяч долларов. Это около $1 миллиона я потерял в этом МДО. А тот девушка, которая была моим партнером, которая пригласила меня в этом, она сидит сейчас в тюрьме. Почему? Потому что глупость поступила. Не потому, что я посадил ее. Нет, сама жизнь, сама закон посадил ее. Нет. У меня еще были другие партнеры, которые со мной работали в разных проектах. Был парень, который спортивными одеждами продавали в 2009 годах. До сих пор, после того, когда мы расстались, он несколько раз хитрил и так далее, и так далее. До сих пор у него куча долгов.
до сих пор, прошло 12-13 лет, я заново стал мультимиллионером, он до сих пор куча убегает от меня, от других и так далее. Море у него проблем, судимости и так далее. А почему? Потому что он не понимает, что партнерство это честность. Есть другой партнер у меня, который мы занимались переработкой фруктов и так далее. Как достроили ему завод, уже я ему стал ненужным. Как уже достроили завод, я уже стал ему ненужным и так далее. Понимаете, вот это партнерское соглашение, вы должны еще несколько пунктов точно оказать. Например, один из пунктов должно быть так. А что будем делать, если бизнес пойдет очень хорошо? Например, бизнес пошло здорово, бизнес пошел хорошо. Например, что будем делать? Потому что, когда бизнес пойдет хорошо, некоторые люди, знаете, не выдержат. Потому что есть такая поговорка, только баран может вытерпеть жир. Некоторые люди в жизни никогда не видели такие деньги. Когда они видят, что такая сумма денег, у них головокружительный успех просто. И они думают, ну зачем мне делиться с кем-то, когда мог бы сам это все делать. Хотя на самом деле у них мозги не хватало бы там 2 умножить на 2 сделать. Ёлки-палки. Теперь, когда бизнес станет успешным, они начинают думать, что как будто зря это все делали. Понимаете? Вот это обязательно в партнерском соглашении надо указать. Что будем делать, если бизнес очень хорошо пойдет? Это важно. Следующая вещь партнерского соглашения, что должно быть? Что будем делать, если бизнес не пойдет? Ну, бывает же. Ну, не пошел бизнес. Банкротился. Бизнес не пошел и так далее. Все надо расписать. Партнерское соглашение. В самом начале. Дальше. Один из самых важных пунктов, который должно быть в партнерском соглашении. Как мы расстаемся? Как будем расставаться? В случае чего? У нас должно быть все условия расписаны, как будем расставаться. Почему? Потому что, чтобы потом не ожидать сюрприз от партнера, стоит, чтобы вы знаете, если вы соблюдаете все партнерское соглашение, как я рассказываю, когда вы начнете делать бизнес, у вас голова вообще не будет болеть. Почему? У вас в голове будет цель, в голове партнера тоже будет цель, и вы достигаете большие успехи. Господь будет помогать вам, Аллах будет помогать вам, чтобы вы процветали. Аллах будет давать вам возможности, понимаете, создает возможности, чтобы ваша идея зародилась, ваша идея процветала, ваш продукт стал востребованным, рынок у вас появился. Понимаете, да, о чем я рассказываю? Поэтому, если вы соблюдаете все то, что я рассказывал в партнерском соглашении, поэтому все надо писать, даже вплоть до того, должно быть такой пункт. А что, если кто-то из партнеров расстается, то есть разводится? Ну, развелся с женой. Ну, партнер развелся с женой. Бывает такое? Бывает. Поэтому мы это называем личные проблемы партнера. Как они будут отражены в бизнесе, их надо обязательно фиксировать. Мало ли что могут быть. Личные проблемы партнера какой могут быть? Партнер может быть в долгах. А что будем делать, если кто-то из партнеров в долгах? А как это будет? Вот это все надо расписать. Потому что были у меня случаи, что я инвестировал, товар привезли, а знаете, партнер был кому-то долгу, и те его должники пришли из склада, забрали товар, увезли. И я ничего не мог доказать, потому что это мой товар. А кто-то забрал у вас, а партнер мой что говорит? Ну ладно, потом я с вами рассчитаюсь. Мне зачем это надо, извини. Мне надо, чтобы мой оборот был, у меня был доход. Зачем? Почему я должен за твои ошибки платить? Я что, виноват, что просто стал тобой партнером? Я что, виноват, что просто поверил тебе? Так не должно быть. Поэтому очень-очень важную роль играет. Один из самых важных пунктов, последний пункт, должно быть партнерское соглашение. Что будем делать, если кто-то умрет? Кто-то может умирать. Смерть это рядом. Мы должны принимать смерть. Мы должны осознавать, что смерть всегда рядом. Мы должны это четко понимать. Хорошо? Мы должны всегда знать, что партнерство это такое. Слава Богу. Горжусь жизнью, которую Аллах давал, эту жизнь. Правда, чтобы хорошими людьми встретить, хороших партнеров найти. Но по пути я так много страдал. Через много падений пошел. Но хочу вам сказать так. Кому-то, наверное, мы говорим толей балант. Кого-то, наверное, Аллах хороший судьбу давал. Он сразу родился, не знаю, чей-то сын, чей-то родственник. Сын, например, сын премьер-министра, или там президента, или там зять кого-то, там мэр города, или какой-то миллионера, или миллиардера. Кому-то Аллах так дает. Мы это называем толей балант. Понимаете, то есть, Аллах давал ему, ничего не поделаешь. Если Аллах дал, что ты там завидуешь-то? Давал, что ты? А другому придется работать над собой, работать, пахать, чтобы добиться. А я такой человек, который сын пастуха,
Понимаете, мой отец был пастухом, но я не видел отца. Мне было годы, когда отец умер. Мама всю жизнь работала в колхозе. И в селе вырос. Мне пришлось все трудиться. Значит, если вы не сын президента, или не сын премьер-министра, и не зять миллиардера или миллионера, или не дочка миллионера-миллиардера, тогда, или невеста, тогда вам надо понять, развивайте свой знание, то есть очень важно приобрести знания и развивать свои способности. Чему-то надо научиться хорошо делать. И тогда через знания и через способности Аллах дает вам. Помните, кому-то Аллах так давал, кому-то дает так. И у всех есть возможность. Не надо сидеть, жалеть, скричать, говорить, что ой, у меня судьба такая, и у меня не получилось. Не надо говорить, если я был бы там богат, если я родился бы пораньше, если я имел бы другое образование, если я был бы помоложе, если я пораньше начинал бы в 90-х годах, если бы я родился в другой государстве, где налоги меньше, или где там условия легче и лучше. Не надо сидеть говорить, если бы там мои родители поддержали бы меня, или если бы у меня кто-то сейчас помог бы чуть-чуть подниматься. Да нет, вы помощь просите только у Всевышнего. Вот это слово «если» никогда не используйте. Если бы я знал бы, как делать, если бы я нашел бы достойного человека, если бы я женился на богатой девушке или вышла бы замуж на богатого парня, если бы я там не имел бы за спиной много ошибок, если бы я не попал бы в кучу долгов, если бы у меня партнеры не обманули бы. Вот эти фразы, это фразы неудачников. Вот так говорят все бедные люди. Вот так мыслят все бедные люди. Понимаете? Поэтому слово «если» не используйте. Просто самому станьте тем человеком, о каком партнере вы мечтаете. И это очень важно. Самому станьте тем человеком, о какой партнере вы мечтаете. Станьте партнером, с которым было выгодно работать. Я за годы своей работы делал несколько ошибок. Правда, тоже ошибка. Я тоже не идеальный человек, не ангел. Был один партнер у меня, очень хороший партнер. Я очень ценю его, всегда уважаю. Получилось так, что моя ошибка была с моей стороны. Какой? С моей стороны тоже были ошибки. Я не говорю, что только партнеры виноваты. С моей стороны были ошибки. Какие ошибки были? Было так, что просто мои офисы разных государств, за товар они оплачивали то в Узбекистане, то в Таджикистане и так далее. Но чтобы вот это денежное переводе волокита не делать, они иногда оплачивали в моем офисе там. Где в Таджикистане, где в Кыргызстане, где в Узбекистане. И мне надо было, мы были партнерами в Казахстане, в Алмате, наш центральный офис были в Москве, и надо было мне всегда вовремя выносить в кассу эти деньги. Иногда сложилось так, что эти деньги у меня в руках не было, под рукой не были, поэтому иногда вложил через 3 дня. Например, они там придают в Узбекистане, через 3 дня сюда вкладываю. Иногда через неделю я вложил, иногда через месяц я вложил. А это все накопилось. В конце концов, мой партнер сказал, он устал от меня. Он просто устал от меня, он сказал, послушайте, ну это так не должно быть. Ну что это такое? Вы постоянно вот так, вы говорите, что да, я не буду делать вовремя, а здесь мы недели теряем, сезон уходит, а там месяц теряем. Тут. Но он прав. Вы знаете, в тот момент мне показалось, что партнер поймет, он осознает, я же не специально. Ну, может быть, это делали не специально, но это глупо в партнерстве. Мы расстались. Представляете, мы расстались, потому что вот такие ошибки были, их 3. 3 ошибки было. Одно было из них вот это. Другое из них было, что иногда вовремя, он мне что-то написал, я вовремя не отвечал. Я занят с утра до вечера, иногда у меня море дел, правда. А вечером иногда уставал, а там в WhatsApp, когда пишешь, он уходит где-то вниз, в лентах, где-то вон там вниз уходит. Я вовремя это не видел его, просто не видел, что он написал, оказывается, получается. И мог бы через 2 дня ответить. А коммуникация, когда хромает, партнерство, это страдает конкретно. Коммуникация очень важна в бизнесе. Второй была с моей стороны, такая глупая ошибка была вот это. Это правда. И третья ошибка была в том, что я иногда забывал. Если мы что-то там проектировали, планировали, со своей стороны я должен был это делать, я забывал. Но я делал их круто. Я делал их
колоссально. У нас говорят, сад задание сузангар, як задание огангар. То есть есть такой поговор, что иголками кто-то бьет 1000 раз, а кто-то кувалдой 1 раз бьет, большего получается. Поэтому я делал меньше времени, уделял этому бизнесу, но мои меньше времени, которое я уделял, они были профессиональные знания, поэтому было больше результативно, чем чего-либо. Может быть, я уделял 2-3 дня, не на несколько месяцев, или там, не знаю, каждые 5-6 месяцев, может быть, неделю уделял. Но это давало крутые результаты. Почему? Потому что достаточно профессиональные были знания. Но это все, от этого все устал мой партнер. Я, когда мы расстались, делал вывод, что это моя ошибка. Я делал вывод. Я сейчас как делаю? Я, например, не говорю, что кому-то, что я воспитываю себя в партнерстве сейчас, насколько прозрачно, насколько честно, своевременно, со скоростью, что это очень важно для меня. Я все учу сейчас. Для меня ярким примером именно правдивости, честности, это наш пророк, саллаллаху алейхи, он для меня кумир. Я беру себе пример оттуда, изучаю жизнь его и в торговле, и в жизни, и во всем, и в вере, и во всем. В общем, я беру от него большой пример. Это наш пророк Мухаммад, саллаллаху. Правда, я изучаю много религий, всех пророков, но он же был бизнесменом, понимаете? Он же был бизнесменом, он же торговлей занимался, и все. Поэтому я очень много вещей беру, но там колоссальные вещи. Например, он говорит, что рабочим платите, пока у него пот не высохли в теле. Рабочим платите, пока пот не высохло в теле. Вы представьте, это что это такое? Это настолько важно осознавать, понимать. Я всегда все свои организации говорю, никогда не задерживай зарплату. Если я услышу, кто-то из моих руководителей зарплату удержал, я так себе плохо чувствую, я расстраиваюсь очень сильно. Правда, я сильно расстраиваюсь. Почему? Потому что я не понимаю как. Но некоторые, конечно, мои руководители еще до этого не дошли. Не созрели просто. До этого менталитета не дошли. Я им говорю, послушай, единственное, кого можешь зарплату удержать, это у тебя самого удержи. Ты руководитель, ты за все в ответе. Ты должен в первую очередь всем отдавать. Нету, пожалуйста, голодай неделю, я буду голодать. Но людям зарплату дай вовремя, пока он еще домой не ушел. Второй важная вещь, что я начал понимать, очень хорошо понимать, всегда дай больше, чем ты берешь. Виси, не нарушать виси, понимаете, да? Виси нарушать нельзя. Вам платили на 10 рублей, делайте работу на 11 рублей. Вам платили 12 рублей, делайте работу на 14 рублей. Но никогда не меньше, делайте всегда больше. Сверху что-то дайте, рукодающий всегда выше. Иисус говорит, что не оскудеет рукодающего, так? То есть рукодающий всегда сверху. Продолжайте дать больше. От этого вы будете в выигрыше, всегда процветать будете. Это очень-очень важная роль играет в вашей работе и в бизнесе. Теперь, что я имею в виду? В партнерстве не пытайтесь брать больше от партнера. Не надо зарабатывать за счет партнера. Понимаете? Давайте это принесем. Это пример, который пророки сказали, давайте принесем в бизнес. Не надо брать от партнера. Нельзя зарабатывать за счет партнера. Надо зарабатывать за счет рынка. Ты умный? Пожалуйста, давай берем с рынка. Давай берем с рынка и зарабатывать будем с рынка. Но не за счет партнера. Не надо в голове знаете, от того, что люди не умеют с рынка брать, они пытаются у друг друга забрать. Это какая глупость, Господи. Сколько ты будешь за счет партнера разбогатеть и зарабатывать? Ты далеко не пойдешь. Так. Далеко не пойдешь. Если у вас нету бизнеса, один правильный совет дам, очень важный совет дам. Если у вас даже нету бизнеса, воспитывайте в себе в духе справедливости, воспитывайте в себе, подготовьте себе к партнерству, подготовьте, понимаете, прямо подготовьте себя к партнерству. Что я имею в виду? Например, если вы в кафе пойдете, не надо говорить другу, давайте оплати сейчас, я там забыл бумажник или там у меня карточка забыл, потом я тебе отдам. А потом забыл. Или потом тянул. Или потом попозже давал. Нет. Сразу рассчитайся. Даже если так сложилось, даже если так случилось, давай сразу. Вот пошел до дома, бумажник добрался, сразу оплати. Может быть, у тебя сейчас в кармане действительно карточки не были или деньги, но сразу оплати. Воспитывай в себе быть справедливыми. Быть в нуле. Я это называю быть в четком расчете мгновениями. Мгновениями. Это очень-очень важно. Воспитывайте в себе так. Понимаете? Именно так воспитывать. Не надо кого-то говорить, ну дай мне этот товар, я тебе завтра оплачу, а потом тянут. Или кому-то говорить, дай мне товар, деньги там на неделю, а потом тянут месяц.
Вот этого никогда не делайте. Потому что это показатель, что вы не готовы. Вы несправедливы в цифрах, в отношениях. Если вы не готовы, не делайте эти вещи. Вот то, что я вам пример привез, даже свои ошибки сказал вам с моей стороны, как я допустил. Видите, я их делал, анализировал, а потом сказал себе нет. Я всегда буду очень прозрачным, самым надежным, выгодным партнером. Я буду работать всегда максимум, чтобы мои партнеры, кто со мной, он был в выигрыше. Вот это мне помогает. Честно скажу вам, вот это давал мне возможность подниматься снова. У меня было море долгов, и когда бизнеса нет, около 3 миллиона долларов долги, их давать было очень невозможно, нереально. Я работал только через партнерство и поднимался. Поэтому все, что я вам рассказываю, это все факты, это все история, это все реальный результат. Теперь я готов 1-2 вопроса ответить. Вы извините, пожалуйста, просто люди меня ждут, мне придется теперь потом побежать. Я был готов 1-2 вопроса ответить. Но спасибо, ребята. Спасибо. Тут у нас около 1000 человек сидят. Спасибо, что вы участвуете в нашем эфире. Я эфир буду сохранять. Поверьте мне, вот сегодняшний урок, советы, которые я давал, у нас больше 1000 человек тут уже. Вот это советы, которые я давал, они очень дорого стоят. Обязательно своим знакомым, друзьям покажите эти советы, рекомендуйте им. Именно эта запись, особенно кто в партнерстве хочет работать, кто родственниками хочет работать, отправляйте, пожалуйста. Спасибо. Вы меня просто хвалите. Вы лучше меня. Если вы видите во мне хорошего человека, значит, это вы хорошие люди. Поэтому вы так думаете про меня. Понимаете? Готов ответить на несколько ваших вопросов. Пока еще вопросов не вижу. Спасибо. Очень-очень рад всех вас видеть, ребята. Я мотиватор? Нет, я хороший наставник. Я хочу, чтобы люди делали добрые дела. Салам алейкум, Акаджон. Вот. Если вы хотите, кто-то пишет, что я хочу с вами поговорить. Если вы хотите со мной поговорить, то на наши тренинги со мной встретиться. Да. Спасибо. Пожалуйста, когда приеду в Самарканд? Когда приеду в Самарканд, пока не знаю. Кто-то говорит, что инвестировать это харам. Это неправда. Инвестирование это халал, всегда халал. Если он фиксированный процент, это харам. Если кто-то вам говорит, что ты инвестируй, и ты получаешь фиксированные такие проценты, вот это харам. Вот видите, вам видно, да, рестораны это и все. Вот. Очень хорошее место. Если вы вкладываете, то есть под фиксированные проценты, это точно харам. Но если вы будете инвестировать долю от прибыли, это не харам, это прибыль. Вы инвестируете, зарабатываете в партнерстве. Я многие свои бизнесы построил таким образом. Это очень выгодно. Грузия, когда будет тренинг в Грузии, пока не знаю. Как правильно привлечь инвестицию, вам надо прочитать мою книгу, я пишу книга «Организация источника дохода» или книга «Я инвестор». Либо одну из этих книг найдите, я еще не выпустил их. Или хотя бы постарайтесь попасть на эти тренинги. Тогда обязательно вы поймете, как привлечь инвестицию. Потому что одним словом это невозможно объяснить, как привлечь легко инвестицию. Потому что если я сейчас начну говорить, опять цели 40 минут я должен буду говорить, ребята. С чего начать бизнес свой? С хорошей ниши, с маркетинга. Бизнес всегда начинает с маркетинга. Изучайте, на что есть потребность. Изучайте внимательно, на что есть потребность. А потом посмотрите, пожалуйста, какую потребность вы можете удовлетворить. До новой встречи, ребята. Желаю вам успехов. Горжусь вами. Всего доброго. Всего доброго, ребята. Спасибо. Всего доброго. До встречи.